Подача документов с госуслуг отменяется льгота на электронную подачу 30% с 1 января 2023 года. Хочу отметить, что у нас в Чувашской республике на 23% возросло количество заявлений в электронном виде. Действительно, с 2017 года действовала эта льгота, и она простимулировала наших собственников обращаться в электронном виде. И такая тенденция к увеличению доли электронных заявлений наблюдается, в том числе в нашей регистрационной учетной деятельности. С 1 января 2023 года все органы местного самоуправления и органы госвласти должны обращаться исключительно в электронном виде. Никакого бумажного документа оборота с Росреестром теперь нет. Такая норма для юридических лиц. Планируется ввести эту норму уже через год, с 1 января 2024 года, а потом уже недалеки и подтянутся, думаю, физические лица. В прошлом году занимались органы местного самоуправления совместно с органами государственной власти, с Росреестром, занимались выявлением неоформленной недвижимости, актуализацией сведений в ЕГРН о характеристиках объекта, о собственниках объекта. Это касается в первую очередь тех объектов, на которые до сих пор не зарегистрированы права. Характеристики есть адресная часть объекта, а за регистрацией права так до сих пор у нас никто не обратился. Это большой пласт работы, в том числе со старыми архивными документами. Регистрация таких прав идет. Актуализация собственников идет с помощью работы органов местного самоуправления. Они направляют запросы к нотариусам МВД и выявляют новых собственников. Сократилось такое количество объектов без прав на 44 тысячи с половиной в прошлом году. И в этом году предстоит работа даже увеличить этот объем работы нам нужно будет, для того, чтобы все объекты были с правами. Это защита права собственности, потому что государство будет знать, что есть собственник на этот объект, будет знать границы этого участка, и будет исключена возможность повторного предоставления этого участка. Реализация как неразграниченных земель, такого земельного участка. Это гарантия права собственности, гарантия, что эти документы не потеряются, например. Вот если государственный акт лежит где-то на полочке, пылится, он может потеряться за прошествием времени, а данные, помещенные в Единый государственный реестр прав, они остаются там навсегда. Эта работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов будет продолжена. Органы местного самоуправления заинтересованы завершить ее в течение следующего года. Впервые в прошлом году Чувашская республика провела комплексные кадастровые работы. Это масштабные работы по проведению межевания всех земельных участков на территории целого квартала. Было выбрано 50 кварталов для этих работ. Выделено 19 миллионов государственных бюджетных денег на проведение этих работ. И в 50 кварталах земельные участки стали на учет с границами. 24 квартала садоводческих товариществ, 21 квартал на территории населенных пунктов и 5 кварталов гаражных кооперативов. Межевание одного земельного участка стало в 428 рублей. Вот такая сумма была потрачена на один участок. Это платило государство, это был бюджет, заложено 15 миллионов федеральных денег, 4 миллиона были республиканские, муниципальные деньги. Если взглянуть было на публичную кадастровую карту, как будто это были свободные неразграниченные земли. И такие казусы в работе органов местного самоуправления встречались. Они эти земельные участки предоставляли с торгов, установленной земельным кодексом процедуре. Но на самом деле там были собственники, физические лица с государственными актами, с постановлениями старых годов и не вносили эти сведения. Дело в том, что пространственные характеристики земельного участка, они
идентифицируются только координатами земельного участка. И пока в реестре нет координат земельного участка, на самом деле неизвестно, где он находится. И просто декларированная запись, что есть собственник некого объекта недвижимости, который был когда-то предоставлен, это не значит, что вот так вот белое пятно на самом деле показывает, как видит его государство. Комплексные кадастровые работы в республике проводились за счет муниципальных бюджетов в предыдущие годы. Они были не такими большими, не такими масштабными, как за счет федеральных денег, которые было в прошлом году, но тоже имели вполне успешный опыт и качественное проведение межевания. В прошлом году мы получили воздушное беспилотное судно. В рамках работы по земельному надзору планируем провести дистанционное инспектирование. В наших задачах на этот год провести инспектирование 444 миллионов квадратных метров земель. В этом году продлен мораторий на проведение проверок земельных участков и собственников недвижимости, поэтому все это будет сделано дистанционным способом, без взаимодействия с правообладателями. Все с использованием беспилотного воздушного судна. Будем запускать, проводить снимки, анализ и выявлять неиспользуемые, самовольно занятые или используемые не соответствуют целевым видам разрешенного использования земельные участки. С 1 января 2023 года создана новая публично-правовая компания «Роскадастр». Она объединила Ростехинвентаризацию, Центр геодезии и картографии и Кадастровую палату. Будет заниматься кадастровыми геодезическими работами, выдачей информации из Единого государственного реестра недвижимости, выдачей информации из Государственного фонда данных землеустройства. И все заявления, которые раньше поступали в Кадастровую палату о выдаче копий, это более массовые, обращения через МФЦ, через госуслуги, это выдача копий документов, справки о содержании и выдача информации из Единого государственного реестра недвижимости. Теперь будет обрабатывать новая публично-правовая компания «Роскадастр». И с передачей полномочий по ведению архивов Роскадастра Росреестр передал и свои архивы. По документам, которые наши правообладатели не успели в свое время получить, с 1998 по 2012 год, к сожалению, такие архивы мы не можем передать в связи с тем, что уже эти документы подлежат временному хранению, и сроки хранения этих документов истекли. И поэтому мы начинаем работы по инвентаризации этих объектов, подготовке их к планируемому уничтожению и призываем всех собственников, которые забыли получить свои правоустанавливающие документы после подачи заявлений в МФЦ или в регистрационную палату, нужно прийти и получить документы после оформления своих прав. Это договора купли-продажи, дарения и просто подача документов на оформление права была.